Холод – это властелин Вселенной. Он является могучим фактором, в общем-то. Он широко распространен во Вселенной. Ну, например, вот наш спутник Луна. Сейчас доказано, что температура на обратной стороне Луны в Южном полюсе достигает минус 240 градусов. То есть это практически абсолютному нулю приближается. Ну и на Земле тоже. Вот в Южном полюсе почему-то именно южные полюса этих астрономических объектов самые холодные. Самая холодная температура в Антарктиде зафиксирована американского спутника, то есть радиационным методом, минус 93 градуса. Ну, а у нас вот на Северном полюсе тут минус 67 везде. Вот за последние 800 тысяч лет холодные периоды менялись потеплениями, были холодные периоды, потепление, холодные периоды. Вот только за последние 800 тысяч лет изменилось 8 раз такие циклы. И причем холодные периоды, они более продолжительные, более серьезное влияние оказывают на окружающую среду. Они изменяют и геологические процессы, изменяют географические, изменяются гидрологические, то есть влияют на сток рек и так далее. Ну, естественно, очень существенное влияние оказывают эти процессы вот холодные периоды, холод на социальные процессы. Происходит миграция населения, когда наступает холодный период, население выдвигается. Это все доказано историей, археологическими вещами. Ну и биологические процессы тоже изменяются. Взять того же нашего мамонта, когда наступил холодный период, мамонт это что? Это разновидность слонов. Но когда наступил холодный период, и он наступал постепенно, и причем очень длительное время существовал, тысячелетия существовал холодный период. И они адаптировались, покрывались шерстью. А вот когда резко потепление произошло, мамонты погибли. То есть вот холод – это очень такой параметр, который изменяет очень многое на нашей планете. Но естественно, что он влияет и на другие объекты Солнечной системы, и нашей галактики, и Вселенной. То есть это действительно властелин. Была такая гипотеза у Мочанова Юрия Алексеевича о том, что человек на Земле произошел от холода в северном полушарии. Именно от холода, потому что если в тепле, что ему? Он ест бананы, обезьяны, допустим, не затрудняясь, не напрягая свой мозг, свои усилия для того, чтобы поискать какую-то другую пищу, вообще пищу. А на севере, в общем-то, если какое-то животное попало на север, то условия очень сложные, трудные. Естественно, здесь могут развиваться такие адаптированные свойства. Холод для нас как бы это такое явление. Приходит холод, и мы себя чувствуем как-то некомфортно, да? Влияние холода, и стараемся одеваться потеплее, дома, отопление включаем, кто печки топит, кто газовое отопление, кто электрическое отопление. Стараемся, чтобы дома комфортно было, но все-таки морозы такие, как до 30 градусов, близкие к 40, мы как-то переносим. А вот холоднее, минус 40, это уже для даже человека, здесь проживающего в Якутии длительное время, здесь родившегося, здесь коренного, и то бывает сложно. Минус 45, а минус 50 и еще ниже температуры, они уже человека настраивают уже как бы на то, чтобы
защищаться. Очень холод как бы агрессивную форму воспринимает. Поэтому мое мнение, детей, стариков и людей, работающих в бюджете, связано с образованием и с другой сферой, которая не связана с производством, уехать бы в отпуск. Значит, получить отпуск не летом, а в холодное время. Это школы, можно сказать, это учебные заведения, пускай это средние, профессиональные, это высшие учебные заведения. И в какой-то степени тоже научные учреждения. Если они уедут отдыхать в теплые места, то получается, что у нас очень много освободится сэкономленных ресурсов энергоносителей, которые можно направить на производство и так далее, и себестоимость продукции, полученной у нас, будет снижена. Это один из путей, можно сказать, пессимистических путей, да? Но можно поискать и оптимистический путь. Такой путь нестандартный. Это нестандартный путь, исходя из того, что напрячь мозги надо, очень сильно напрячь. И собрать все полученные знания, связанные с эксплуатацией всего и жизнеобеспечения и так далее, в таких экстремально холодных условиях, и все собрав, проанализировав, еще, если этого недостаточно, поискать новые знания, которые бы дали возможность низкой себестоимости получения продукции или какой-то альтернативные виды получения энергии. Ну, холод – это энергия тоже. Но какая энергия? Это как при замерзании вроде движения атомов замедляется. Так. Значит, если замедляется, расширяется лед, мы видим же, вода в форме в виде льда, она расширяется, то что происходит? Опять же, для получения холода мы затрачиваем, включая холодильник, морозильник, большое количество электроэнергии. Ну и поэтому, наверное, один из путей получения полезной деятельности от холода – это использование холода в летнее время, весеннее время, осеннее время. Вот здесь, конечно, можно поработать. Ну и мы знаем, что холод – это такое явление, которое очищает. Если холода не было бы, то, наверное, на нашей Земле процесс очищения от экологического засорения, от всего, что мы засоряем, нашу природу, это же все очищается в основном за счет холода. Ну, подземные фильтры могут быть, фильтрация, а то, что все испарение, это все разница температур, все движение, ветер и так далее, все в океане там приливы, отливы, там все эти движения, бури там и так далее, большие ветра, это все от перепада температур. Поэтому вот использование перепадов температур, да много чего можно использовать, да? Над этим, конечно, уже начиная со школ, можно этот вопрос уже ставить такие задачи перед школьниками, затем уже перед студентами, затем уже перед учеными. И всегда этот вопрос должен быть как краеугольный камень, над которым мы постоянно должны думать. И находить такие знания, которые будут востребованы нашему населению, частному сектору, предпринимателям. Наши предки жили здесь очень давно. Может быть,
даже 1000 лет назад, может быть, 1500 лет назад, а может, 2000 лет назад. Потому что все, что связано у нас с нашей деятельностью, да, деятельностью как бы животноводов, оленеводов, коневодов, да, если так взять, вот, охотников, рыбаков, все вот эти традиционные отрасли, они связаны с холодовыми технологиями. С холодовыми технологиями, связаны с холодом. Все, что может как бы при холоде жить, развиваться и давать продукцию, да, вот это все оставалось у наших предков в виде как знание, как научное знание. И оно оттачивалось. Каждый год, каждую зиму, каждый год оно оттачивалось. Оттачивалось. И до сегодняшнего дня вот в этом виде якутский скот дошел наш, якутское коневодство, якутская лошадь, олень дошел, вот, да, рыболовство наше вот в таком виде дошло, подледная рыбалка вот на карася и так далее, подледная вот, и охота тоже, и наше жилье, якутское вот это жилье. Но в связи с тем, что развитием, скажем, развитием использования энергоносителей, таких как придумали двигатели и так далее, электродвигатели, и использованием нефтепродуктов, использованием угля, газа, уже огонь, сам вот дрова, отопление дров, использование печки, все уже уходит как бы на второй план, как бы экзотика становится, а уже используются технологичные виды получения тепла. И тут тоже, конечно, мы должны сказать свое, но мы пока свое не сказали, все европейские или азиатские, или другие технологии мы используем, а своего пока мы еще не дали, но мы должны дать. У нас есть университет, у нас есть Арктическо-аграрный университет, у нас есть ЧИФКИС, у нас есть Арктический институт культуры, и поэтому мы все можем дать. У нас есть парламент, у нас есть Академия наук, поэтому, наверное, сейчас мы стоим на таком периоде, когда будет, наверное, такой вот взрыв в положительном смысле, что взрыв новых знаний, связанных с холодом. И генетически мы, народ Саха и живущие с нами здесь люди, которые уже генетически в себе вот это имеют то, что связь с холодом и получение знаний. И вот это, наверное, приборное оснащение чуть у нас отстает. Наверное, финансирование отстает. И, наверное, главное то, что перед нами не поставлена еще такая задача. И глава республики, исполнительная власть, правительство, парламент, наверное, эту задачу нам уже ставят. И Академия наук Республики Саха-Якутия, наверное, под силу решить эту задачу, сформировать задачу. Ну, а остальное наша молодежь, наши ученые решат. И это совсем не за горами, а совсем близко. Я это ощущаю, чувствую. Мы определенную часть, мы получили гибрида овчубука. Овчубук. Это тоже вклад. Ну и университет определенный тоже вклад делает наш университет. Ну и многие ученые. Поэтому каждый в своей отрасли начнет это делать. И вот это все изменяется, идет в эту сторону. И только мы этому радуемся.
Но обязательно здесь все связано будет с холодовыми технологиями. Поэтому наука, технологии и здоровье. Вот это все взаимосвязано. Все взаимосвязано. И все это должно происходить на фундаменте холода, на вечной нашей мерзлоте. Поэтому, да, холод – это фундамент нашего развития. Холод, на мой взгляд, это, естественно, потому что я принадлежу к отряду научных работников и сотрудников, это наука. Почему? Потому что вот сама эволюция человека, взаимодействие его с холодом привело к созданию человека разумного. На мой взгляд, когда он начал путешествовать в северной области, он столкнулся с холодом, с необходимостью выживать, а не жить в раю. И вот эта вот концепция изгнания из рая, которая существует, она как раз уход от теплых краев к тем краям, где надо бороться за свою жизнь. Где надо рожать в муках, там, где надо добывать пищу с потом и кровью. И это привело к человеку современному, к человеку разумному, сверхразумному, использующему технологии, орудия труда, предметы быта, которые сродни волшебству сейчас по сравнению с тем, что было когда давно. Ну, еще что, это, конечно, еще связано с культурой и тем, что у нас существует вера, надежда и любовь. Вот эти вот нравственные составляющие, которые позволяли человеку выжить тогда. Представьте, что было бы, да, если бы их не было, и человек начал бы за каждый кусок драться друг с другом, и этого мы остались бы обезьянами и животными. Хуже, волками, еще дальше. И, в общем-то, те ветви, которые от наших предков ответвились, остались животными, они привели именно к тому, что у них не было вот этих вот, и до сих пор не остается никаких основ вот этих нравственностей. То есть у них что-то есть, какие-то зачатки, материнская любовь, еще что-то, но оно до такой степени не развилось вот в злобных долях нашего мозга, отделы нашего мозга настолько развились, что они стали превалировать поведение человека, определять его поведение. А вот сейчас у нас происходит обратный процесс. То есть мозг у нас деградирует, а мы постепенно превращаемся снова в обезьян. И в каких-то странных существ с обликом человека, но с звериными повадками. Вот, на мой взгляд, так, если делить. Вот так, холод – это наше уникальное, я имею в виду тех людей, которые живут на севере, живут в Арктике, в субарктике. Это наше богатство. Один из самых важных наших ресурсов. И задача науки – разработать такие технологии, которые позволили бы, не разрушая северные системы, экосистемы, наиболее эффективно его использовать, застолбив свою уникальную нишу в мировой экономике. Что я имею в виду? Значит, мы уже много говорим и даже делаем в отношении различного рода криохранилищ. Это не только криохранилище, скажем, продуктов питания. Мы знаем, что в Советском Союзе стратегический запас продовольствия хранился как раз в нашей мерзлоте, в том числе на территории Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Причем это хранение было даже по стандартам советского времени несколько десятков лет. Вот. Это первое. Значит, мы сегодня говорим, и не только говорим, но и делаем криохранилище, скажем, семян растений, как мировое хранилище своего рода. Да? Значит, действует, начиная с 2012 года, на Шпицбергене мировое хранилище семян растений, хранилище судного дня, как его называют, даже, по-моему, с 2008 года. В 2012 году мы открыли у себя первую очередь криохранилище семян растений. Сейчас очень много говорят о криохранилище, останков мамонтовой фауны и так далее. Да? Вот. Я бы тут еще один очень интересный и важный аспект, связанный с нашим холодом, бы добавил. Во-первых, благодаря именно холоду, нашей территории с постоянной мерзлотой является уникальнейшим хранилищем на самом деле не просто пресной воды,
а пресной воды в самой биогенной форме. Это так называемая талая вода, наш лед. Это тоже наш ресурс, чрезвычайно важный наш ресурс. Ну и, наконец, такой, может быть, менее известный момент. Это, вот мы много говорим о том, что палеобактерии, палеомикроорганизмы, которые извлекаются вместе, скажем, с останками той же мамонтовой фауны, могут возвращаться на дневную поверхность при таянии мерзлоты. Мы знаем, это сибирская язва и так далее, и так далее. Это, в общем-то, ну, скажем так, минус для нашей цивилизации. Но ведь, ну, еще профессором Брушковым где-то, по-моему, в нулевые годы, даже, по-моему, где-то в конце 90-х годов, значит, из мерзлоты были выделены палеобактерии, биомасса которых, вообще говоря, уже даже в эксперименте на животных продлевала жизнь более чем в 2 раза. Причем жизнь не просто, а именно в ее активной форме. То есть это бактерии, скажем так, омолаживающего действия. Значит, и в свое время, значит, очень интенсивно проходили эти работы. Сейчас они особо не афишируются, но они продолжаются. Это создание биопрепаратов из палеобактерий, извлекаемых именно из мерзлоты, благодаря нашему холоду, да? На которые сегодня, значит, мировая, скажем так, геронтологическая наука возлагает очень большие надежды в отношении продления активного периода человеческой жизни. Вот это все наш ресурс, наш холод, наше богатство.